Межведомственная комиссия приняла ледовую переправу Якутск-Нижний Бестях. В связи с задержкой открытия главного зимника республики до сегодняшнего дня жители заречных районов испытывали большие неудобства. В предыдущие годы дорогу обычно открывали уже в декабре месяце. В причинах серьезного продления сроков открытия переправы разбирался наш корреспондент Виталий Абрамов. Этот день настал. Госкомиссия в составе заказчиков, подрядчиков и контролирующих органов официально приняла в эксплуатацию 12-километровую ледовую переправу между Даркылахом и Нижним Бестяхом. Проблема открытия данного участка обсуждалась на уровне правительства республики. Такую продолжительную задержку заказчик объясняет нерадивыми подрядчиками. Очень тяжело работать заказчиком с неспециалистами, с неспециализированными организациями. А когда приходят, тем более еще наше законодательство позволяет, пропускать такие фирмы, которые не понимают просто иногда, что они делают, не понимают, что от них требуется, не представляют себе, тех последствий, их иногда волюнтаристических решений. А подрядчиком и непосредственно исполнителем работы является компания Туймада Агроснаб. На обустройство и дальнейшую эксплуатацию зимней переправы было выделено более 6 миллионов рублей. Но и тут компания не собирается оставаться в крайних. Подрядчик говорит, что все работы были выполнены в срок. Тут есть несогласованность ведомств. Наш проект был согласован и выдан еще 8 декабря администрацией Летского бассейна. А Упорторг Колыма хотела на километр ниже по течению. И вот из-за этого и весь сыр-бор. А так работу мы закончили 10 января. В настоящий момент заказчик ведет судебные тяжбы со своим нынешним подрядчиком о расторжении долгосрочного контракта. В будущем колымская компания намерена и вовсе отказаться от обустройства данной переправы. Ведутся переговоры о передаче участка Вилюйскому управлению дорог. Смотрим, как вообще происходит приемка ледовой переправы, и как работает с ГИМСом, с управлением дороги. И, конечно, смотрим, какие замечания основные, зафиксируем, и делаем для себя выводы. Но несмотря на все замечания, с 17 часов 10 февраля федеральная ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях принята в эксплуатацию. Принята ледовая переправа по направлению Якутск-Нижний Бестях актом комиссии, а также освидетельствованием инспекторов ГИМС с грузоподъемностью до 30 тонн для колесных автомашин. Таким образом, страдания рядовых граждан от бюрократических перепонов наконец-то закончились. Но тут есть одна оговорка. Переправа будет закрыта уже в середине апреля. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.